Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире первый весенний выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. И сегодня мы расскажем вам самые интересные события марта. В начале месяца в Головном колледже и филиалах прошли праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Благодарим курсантов и сотрудников за отличную организацию и яркую концертную программу. Еще раз поздравляем всех с началом весны! Во Всемирный день гражданской обороны добровольцы Ульяновского регионального отделения ВСКС провели открытые уроки по безопасности жизнедеятельности в школах, детских домах и реабилитационных центрах. Курсанты показали на практике, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим, надевать боевую одежду пожарного и пользоваться специализированным инструментом. 4 марта в Республике Марий Эл курсанты нашего филиала приняли участие в масленичных забавах. И в завершении празднования сожгли масленицу с соблюдением всех мер безопасности. Благодарим курсантов за организацию такого веселого праздника. В Головном колледже с 3 по 4 марта состоялся профессионально-ориентационный чемпионат для школьников компетенции спасательной работы. Юные спасатели продемонстрировали свое мастерство в надевании боевой одежды пожарного, преодолении полосы препятствий, вязании альпинистских узлов и проведении аварийно-спасательных работ при завалах, тренажер «Лабиринт». Поздравляем победителей с успешным окончанием соревнований. По доброй традиции в Международный женский день добровольцы Ульяновского, Удмуртского и Марийского отделений ВСКС поздравили прекрасных девушек и женщин, которые находились на дежурстве в единых дежурных диспетчерских службах, спасательных формированиях и структурах МЧС в этот праздничный день. Спасибо, милые дамы, за ваш нелегкий труд. – 14 марта курсанты Головного колледжа приняли участие в республиканском конкурсе «Моя Удмуртия. Моя история», посвященном 85-летию первой Конституции Удмуртии. Участники конкурса отвечали на вопросы об исторических событиях и памятных датах регионального значения. Каждый курсант показал себя на отлично. Благодарим организаторов за интересное мероприятие. Курсанты нашего филиала посетили выставку «Волжская рокада. Трудовой подвиг народа» во Дворце книги Ульяновской научной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина, а также приняли участие во всероссийской акции «Патриотические стихотворения». Участники читали произведения великих русских поэтов в поддержку русской культуры. Пройдет гроза над русскою землею, народу русскому Господь грехи простит, и крест святой, божественной красою на Божьих храмах снова заблестит. Утихнут грозные невзгоды, своих врагов Россия победит. И имя великого русского народа, как гром, по всей вселенной прогремит. Дорогие курсанты, ателье «Форма арта» разработало специально для вас новый мерч. В дни свободной формы одежды и в повседневной жизни, при занятиях спортом, мы уверены, вам подойдут наши свитшоты, кофты-бомберы и футболки. Напоминаем, что сарафан, куртки-бомберы и футболки поло можно носить в качестве повседневной формы одежды всем специальностям. Ателье «Форма арта» ждет всех желающих по адресу село Октябрьский, 33А. Все модели есть как в наличии, так и под заказ. Также продукцию возможно отправить и в регионы наших филиалов. 18 марта в Ульяновске состоялась плановая аттестация курсантов 3-го курса на приобретение статуса спасатель. Все прошли аттестацию на отлично и в скором времени пополнят ряды сотрудников структуры МЧС. А также в этот день добровольцы Ульяновского отделения ВСКС обеспечивали безопасность на торжественном мероприятии, посвященном 8-й годовщине воссоединения Республики Крым с Россией. В рамках патриотического и культурно-нравственного воспитания весь март курсанты Головного колледжа посещали музей МВД по Удмуртской республике.
За это время мы познакомились с историей деятельности полиции в разные годы. Узнали о возникновении различных подразделений в структуре ведомства и их развитии. Благодарим сотрудников музея за познавательные экскурсии. Курсанты нашего филиала приняли участие в плановом полевом выходе, организованном совместно с Управлением гражданской защиты города Ульяновск. В ходе занятия курсанты отработали навыки спасения людей, провалившихся под лед, с использованием штатных и подручных средств. Командная работа была слаженной, курсанты справились со всеми поставленными задачами. В рамках популяризации социально значимых профессий активно продолжается профориентационная работа. Курсанты Головного колледжа посещают средние общеобразовательные школы Удмуртской республики. Мы рассказываем не только теорию, но и демонстрируем практические умения в работе пожарного, спасателя и полицейского. Надеемся, что это поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии. Клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» 25 марта принял участие во флешмобе, организованном Управлением Росгвардии по Удмуртской республике, в поддержку российских военнослужащих, проводящих спецоперацию по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. С 28 марта добровольцы Марийского и Ульяновского региональных отделений ВСКС принимают активное участие в комплектации гуманитарных грузов для вынужденных переселенцев Донецкой и Луганской народных республик. Несмотря на сложность и напряженность работы, добровольцы оказывают необходимую помощь в полную силу. Спасибо за ваш труд. Совершать добрые дела – важный пункт в нашей внеучебной деятельности. Так, курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС посетили приют для животных «Кот и пес». Дружной командой мы помогли в благоустройстве на территории приюта и в выгуле собак на свежем воздухе. Уже идет набор добровольцев на выезд в приют в следующем месяце. Добровольцы Ульяновского регионального отделения ВСКС в рамках акции «Внимание! Тонкий лед» приняли участие в профилактических рейдах по местам массового выхода на лед, а также провели профилактические беседы с жителями районов, в которых сохраняется угроза подтопления. А 31 марта клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» открывал чемпионат Приволжского федерального округа по эстетической гимнастике, порадовав всех своим барабанным боем и бравым выступлением. Ждем от вас новых ярких номеров! Также в марте произошло еще одно знаковое событие. На телеэкраны Республики Марий-Эл вышел документальный фильм «Спасибо за службу» с участием руководства и курсантов нашего колледжа. Фильм получил высокую оценку на федеральном уровне и рекомендован для демонстрации в других субъектов Российской Федерации. Посмотреть фильм будет возможно в наших социальных сетях в самом скором времени. Перейдем к новостям спорта. Завершился чемпионат России по регби среди команд СПО. Мужская сборная Ульяновского филиала колледжа показала зрелищную и достойную игру, заняв по итогу почетное 3-е место. А сборная команда девушек в упорной борьбе завоевала серебро. Мы гордимся нашими спортсменами, продолжайте достигать высот. 16 марта в Головном колледже прошел плановый полевой выход в формате соревнований по лыжным гонкам. Традиционно мероприятие мы провели на лыжной базе «Снежинка». Курсанты успешно преодолели все заявленные дистанции и показали отличные результаты. Мы еще раз поздравляем победителей. В Головном колледже и в наших филиалах состоялся ежемесячный день открытых дверей. Абитуриенты и их родители с большим интересом знакомились с нашим учебным заведением. Надеемся, что в скором времени мы увидим вас уже в качестве курсантов. А следующий плановый день открытых дверей состоится 16 апреля. Всю подробную информацию вы найдете в наших социальных сетях. На этом выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Виктория Варич. Желаем вам отличного настроения и до новых встреч!